Попытка номер 3. Приедь в Афганистан, и я тебя тут достойно встречу. Сидишь там за меня, что-то говоришь, не зная меня. Ну и, во-первых, я знаю Абдулмалик. О, все, мы теперь в эфире в YouTube. Я надеюсь, те, кто заходил, смогут найти мой эфир. Абдулмалик, если бы ты сидел в Афганистане, ты как минимум знал бы, что Афганистан пишется не через В, а через Ф. Поэтому ты лжец. А гибдюки, они все лжецы. И вот ты лжец. У Сотника страйк на английский включили, хотя тот же есть на русском. А сказать, думать, что вы лучше, другие не может быть лучше. Интересно узнать ваше мнение по поводу съезда народных депутатов, который прошел 4-7 ноября. Речь идет, Михаил, речь идет о съезде генерала КГБ Гудкова, террориста Пономарева. Вот вы об этом говорите. Ну, какие делегаты, такой и съезд, я вам скажу. Знаете, русские оппозиционеры, так называемые, если бы они были бы настоящими в том, что они говорят и делают, то они бы, как минимум бы, вперед Украины признали бы геноцид чеченского народа и оккупацию Чеченской республики Ичкерия. Но они этого не делают. И вся коллаборация, которая происходит там, в виде Курочкиных, которые какие-то имеют сувенирные ичкерийские паспорта и уже начинают говорить от имени чеченского народа и даже какие-то подписи ставить якобы с какими-то вот с этими делегатами. Но это просто смешно. Именно поэтому я отдалился от Закаева и всех вот этой непонятной суеты, которая происходит вокруг всех этих событий. Я отношусь крайне отрицательно к тем, что вот эти люди представляют. Среди русских, если какой-то съезд, как что-то проводить, должны появиться нормальные люди. Понимаете? Например, был такой форум «Паскудной России», то есть форум «Свободной России», который потом стал форумом «Паскудной России». И я был на этих форумах, русские форумы, я на парочке успел побывать, после этого они запретили мне въезд. Ну, посещение этого своего очередного следующего мероприятия. Мне и другим нашим товарищам, тоже ичкерийцам. Так вот, эти люди нас не пустили и с формулировкой из-за того, это большие такие оппозиционеры, демократы, либералы, там все такое, они не пустили нас с формулировкой, там есть один у них по фамилии Иван Тютрин. По имени и фамилии Иван Тютрин. Так вот, он сказал, что мы представляем угрозу для участников данного форума. Угроза наша состояла в том, что мы до этого просили их дать просто слово чеченцам. Понимаете, просто дать вот, формат час времени. Я бился тогда за Ахмеда Закаева, так как верил, что этот человек и его окружение честны перед чеченским народом. Ну вот, нам сказали, что в следующий раз, когда мы добились там кое-каких, мы вынудили, вернее, мы вышли на сцену просто в момент просто небольшой паузы и попросили проголосовать, хотят ли делегаты принять участие, чтобы чеченская группа приняла участие в этих следующем заседании этого форума «Свободной России». И большинство проголосовало за, а против не было никого, по-моему, были воздержавшиеся. И нас на следующий раз не пустили, в следующий их форум нас просто не пустили. Это Каспаров, это Ходорковский, это Невзлин, которые стоят за всем этим, финансируют и так далее. И другие товарищи. Так вот, это вся суть вот этих имперцев, Каспарова и других товарищей. Поэтому я не верю ни одному вот этому русскому, которых мы видим, вчерашних, я имею в виду не всем русским, а русским оппозиционерам, которые вчера были во власти
депутатами. Ну, это смешно. Мы сегодня говорим про Бучу, мы сегодня говорим про Ирпень, мы сегодня говорим про много-много преступлений, которые совершает фашистская Россия. Но при этом это украинцы сейчас для себя открыли. И украинцы не имеют отношения к геноциду чеченского народа. Украинское государство, украинская нация не имеет. Не берем отдельных представителей. Так вот, русские-то знают прекрасно, что они делали. И сейчас они говорят: о боже мой, как так случилось? Ирпень, Буча, Мариуполь, Мелитополь, бомбежка роддомов, убийство военнопленных и так далее, и так далее. Это так ужасно кажется. Да, для украинцев ужасно, для мира ужасно. Но для русских и чеченцев это не ужасно. Это мы уже прошли много-много раз, очень-очень кроваво. Понимаете? И в этой ситуации эти люди не дали нам просто слова. Они прекрасно знают, что они убили 30% наших граждан. Они знают, что убили 42 тысячи наших детей. Они знают, что 26 тысяч, мы об этом всегда говорим, но по крайней мере, может, всех цифр они не знают, и может, в них они не верят. Но при всем при этом они прекрасно знают, что их армия творила страшный геноцид против чеченского народа. И они сказали, что мы представляем угрозу. Первый президент Литвы Витаутас Ландсбергис, который с первого их посещал, с первого их форума посещал их все мероприятия. На следующее мероприятие, на которое нас не пустили, они нам просто отказали, сказал: а где чеченские демократы? И там, ну как обычно, пошла вот эта скользкая тема, начали, каждый прикидывался шлангом, говорил: я не я, лошадь не моя и так далее. И он сказал, что он был бывший пианист, Витаутас Ландсбергис, и сказал, что его учитель ему говорил: не превращайте искусство, он, их учитель, делал им наставление и говорил: не превращайте искусство в паскудство. Где чеченские демократы? Чеченских демократов не было. После этого у них произошли, Витаутаса нет, их рейтинг упал, потому что чеченцы, это, что бы кто ни говорил, среди свободных настоящих людей, мы равные, мы уважаемые и заслуживаем равного отношения. И такое мы имеем на Западе, тут в Германии, везде мы его имеем. Мы с русскими, с Россией его не имеем, этого равного отношения. Потому что русские не могут быть на равных. Они могут быть над или под. Все, на равных у них сбой происходит в их системе координат. И потом они начали нас уговаривать вернуться. Там были нормальные люди, которые за нас заступались. И эти люди нас просили вернуться. Мы отказались, потому что Каспаровщина, вот эта вся паскудная Россия нам не интересна. И вот то же самое я могу сказать про вот этот съезд. Съезд народных депутатов. Смешно. Я, в отличие от тебя, говорит Абдулмалик, с 93-го года, 93-й стоял за свою нацию до 2001 года. Да. Я уже в джихаде 28 лет. А ты что делал эти годы? Абдулмалик, ты балабол. Ты ни на каком джихаде не стоял. Ты лжец и ФСБшник. Понятно тебе? Вот что я тебе скажу. Потому что война началась в 94-м у нас, а в 2001-м она активно продолжалась. Куда ты делся, я не знаю, да он. На джихаде он был, да? Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Считаешь ли хорошим шагом то, что создали политическую... Да, пошли вы со своей... Так. Не надо уметь писать на русском языке. Если ты живешь в Афганистане, ты знаешь, что там буква Ф. Понимаешь? За тебя все говорят, что ты ФСБшник. Ну вот, среди у вас ФСБшников, все говорят, что я ФСБшник. Но почему-то вы, спрятавшись где-то, сидите и пишете вот эти лживые комментарии, а я делаю дело. Создаю контент.
Одни слезы Ходорковского сказали о нем больше 1000 слов. Да, страшный лицемер, да, страшный, Ходорковский страшный лицемер. Да, закаевцы говорят, вы на меня типа на закаевцы. Закаевцы уже признались, что нет, я не работаю на ФСБ. Они вынуждены были признать, потому что нет ни одного факта это подтверждающего. А есть ФСБшники вроде вас, которые тут пишут. Вот Абдулмалика я имею в виду. Так, друзья, давайте почитаем комментарии в YouTube. Друзья, в Ютубе у меня были сбои, 2 раза не получилось войти. Вот сейчас вроде бы удалось. Так. Давайте почитаем. Так, Мураду, алейкум салам. Так, салам Ашлу, Масерга, свою мартышка туда-сюда, то здесь, то террору. Отлично, леди. Нам нужно партию создать. Сейчас это модно. Я вне политики, друзья. Я правозащитник. Я не буду заниматься никакой деятельностью политической. Мне это не интересно. Мне это не близко, понимаете? Я начал этим заниматься, потому что я как правозащитник, как адвокат видел ту несправедливость, которую, я это много раз говорил, ту несправедливость, которая творилась в отношении нашего народа. Началась война в Украине. Я понимал, что это очень далеко заходит. И я понял, что на Западе нас будут слышать, если мы будем говорить о нашей проблеме. И я хотел помочь Украине. Поэтому я выехал с Москвы, и здесь, в Европе, были ичкерийцы, там, люди, которые стоят на интересах защиты суверенитета, независимости Чеченской Республики. И я думал присоединиться к ним. Я думал, все люди, кто стоят на этом пути, они друг друга все, конечно же, знают. Конечно же, если ты там словом, делом, взглядом отходишь от принципов свободы и независимости, интересов чеченского народа, они быстро почистят свой круг и так далее, и так далее. Но все оказалось намного сложнее. И я это начал понимать, когда уже пришел к тому, что когда мне в машине человек, которого я подвозил, ичкериец, там потери у него большие, там жене ногу оторвало, там оказалось не из-за войны, а из-за криминальных каких-то его вещей жена пострадала, что у него племянники погибли, тоже все ложью оказалось, хотя у него был двоюродный племянник, который погиб. И мне предложили работать на русские спецслужбы, вот этот заслуженный ичкериец, да, и все, после этого я начал копаться, разбираться, а я когда копаюсь, я очень долго копаюсь, и я докапываюсь обычно до истины. Вот как-то так, Леон. Поэтому просто может это из буферизации. Ну, опять проблемы у нас на YouTube. На YouTube проблемы. Ну, ничего страшного, если хоть как-то можно дальше действовать, будем действовать, Леон. Так. Я постараюсь найти свою трансляцию. Так, эту трансляцию закрою. Друзья, перейду в эту трансляцию, чтобы видеть ваши комментарии, друзья. Так, кто я знаю, кто рядом со мной, кто я знаю, кто рядом со мной. Понятно? Хорошо тогда, хорошо. Я тоже знаю, кто ты. Так, дальше, Дион. Массу машдой, врехой маш. Так, ставьте лайки, дамы и господа, говорит Майк. Я лайк поставил. Теперь же есть новые демократы, Сулейманов и Анзор, да еще и тузики. Да, вчера люди, ну, народ же видит все это, правильно? Люди все это видят. И все это вместо 1000 слов,
Как они меня хейтили, они выводили меня из ислама в день 3 раза. Заводили, выводили, предавали анафеме, сжигали на костре, что только они со мной не делали. Из-за того, что я демократ. Демократ, как весь мой народ. А теперь они тоже стали, как весь мой народ. Но мы теперь знаем, что эти люди нечестны. Но это не смущает некоторых людей. Я удивляюсь. Но это только вот Абдулмаликов разных. Не смущают они. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, фриичкерия. Машдуа. Понятно, понятно. Абдулмалик, давай, приезжай, я отвечу, перед тобой отвечу, перед кем хочешь. То, что ты говоришь на меня, ты тоже будешь должен дать ответ. Да? Зайти публично, называть безосновательно, только по болтологии, ты ФСБшник самый настоящий. Понятно тебе? Это я тебя еще нормально к тебе отнесся, у меня сегодня хорошее настроение. Сэг хумая цосюгер по полной цахата. Шикапек махитер бацун хавиана хитсюгер стрим даяльш. Хайномиш хайкардинач. Халу хайцеяхка просто убешвала. Асуик жуа плурдукон. ФСБшник милу гойтер дон. Бешва цосюик хит связи валь арса стрим чеккальш. Сюик хайкардинач хацела. Асхойтер дон ФСБшник милу. Так. Остам массу мажду. Так. Еврей идет сегодня и ударяет. У них сбоя не бывает на равных с ними рабами, бичами, да. Абдума это же тот, кого антитеррор зачморил, да? Вот тебя уже, оказывается, ты уже известно. Так, ну ладно, это агент российских спецслужб, там какой-нибудь там платный тролль. Поехали дальше. Слава Украине, героям слава. Россиянская либерасня нас на дух не переносит. Ни один из них не хочет признавать и делать вид, что не знает про геноцид над чеченским народом. Милтон Фридман. Да, абсолютно так. Абсолютно. Именно так делал. Фриичкери. Да, чего лару русо. Так, ладно, здесь набежали эти разные чуваки. Так, поехали дальше. Так, Пятковский генерал по-любому уже. Вы видели это видео, где Табах назвал Пятковского паном полковником? Я его теперь только так буду называть. For you. Макс. Витаю, Макс. Фри Ичкерия, Фри Молдова. Амин. Какой твой вопрос, Портман? Аллея. Если, смотри, ты столько вещей пишешь, вместо того, чтобы повторить свой, я же не вижу, у меня, ну и что, я должен искать, отвлекаться, да? Надо, Портман, отвечай на мой вопрос, да? Пиши свой вопрос заново, да? Слишком я проявляю неизвестным людям, непонятно, психующим на меня, какое-то лишнее внимание даю. Так. Надо, еще раз напишешь. Не надо, проходи мимо, даю. Сколько набежало. Я понимаю, что я пользуюсь у вас успехом, друзья. Сколько троллей набежало. И тут. Молодцы. Да, Алена, спасибо вам, совершенно верно. Так, Ичкерия, Баркал, Фри Ичкерия, Баркал. Так, ладно. Твой вопрос не интересен, Портман. Мне абсолютно не интересный у тебя вопрос, да. Так.
Асан, ты что-нибудь знаешь, кто такие демократы и республиканцы? Ну так, поверхностно я знаю. Меня интересуют Соединенные Штаты, я не вникаю. Республиканец, демократ, там еще у них есть эти две основные партии, еще есть разные взгляды. И в Америке вообще все разрешено, в том числе и нацистская символика разрешена. Поэтому никаких проблем как бы я не вижу разницы между у меня есть друзья и за республиканцев, и за демократов. И ко всем я отношусь хорошо. Мне нужна помощь моему чеченскому народу. От Соединенных Штатов, от всего мира. Все, что мне нужно, понимаете? Ассалам алейкум, говорит Свобода и Смерть. Ва алейкум ассалам. Аслан, Джамбулат мутила номер один. Он папа Тумсо Анзора и многих других халифачки. Ему надо резать крылья. Ва алейкум ассалам, Свобода и Смерть. Или Смерть. Да, ну Джамбулат уже стал демократом, да он. Демократом стал. Понятно. Смотрите, я про Закаева, про всех этих товарищей, я уже столько говорил, что я больше не хочу говорить. Давайте говорить о чем-нибудь другом, Дион, о чем-нибудь. Давайте говорить о правах человека, давайте говорить о преступлениях, которые совершала фашистская Россия в нашей стране. Давайте об этом говорить. Так. Добрый день, в каком соусе ты варишься? Я не варюсь вообще. Аслан, по поводу того, что Херсон освободили, Путлер просит переговоры, твое мнение. Спасибо, Чеченко. Сима, за твой вопрос. Херсон освободили, русские сбежали на другой берег Днепра, и Херсон оставлен. Я видел видео, где уже украинцы заходят, идут строем, маршем, их встречают, играет музыка, люди, девушки, женщины, бабушки, мужчины обнимают их, целуют. Просто такой невероятный подъем, душевный подъем, когда смотришь это видео. Видно, как украинцы стали единой нацией. И это очень-очень меня вдохновляет на то, что и мы, чеченцы, тоже, которые вчера еще были такой же единой нацией, станем, как и украинцы, такими же такой же единой нацией. Русским поставили, я смотрел, Соловей есть такой один патрушевский пропагандист, его зовут Валерий Соловей. Так он говорит, что русским поставили ультиматум, Путину поставили ультиматум, что освобождение всей территории Украины, не преследование военных преступников гарантирует. Это, по-моему, он сказал Соединенные Штаты или Запад, он сказал, выставили ему такие условия. Типа согласовано с украинской властью. Освобождение всей территории, кроме Крыма. Статус Крыма оставлен на 7 лет, будет, ну как бы такие условия. И полностью демилитаризовать Крым, убрать Черноморский флот. Потом линия разграничения должна там быть 100 километров, тяжелого вооружения не должно быть на границе, там не преследовать военнопреступников, я это сказал, что там русских не будут преследовать. Потом что-то, Молдова должна быть оставлена, и она должна воссоединиться, там, или Приднестровье должна быть оставлена, и она должна, Приднестровье, оккупированная часть Молдовы, должна воссоединиться с Молдовой, вот это Приднестровье, и вот такие вещи, говорит. Не знаю, как будет действовать украинское руководство, западное руководство, но я считаю, что оставлять военных преступников безнаказанными, это самое, и 7 лет Крым я готов рассматривать, хотя это надо крымчан и украинцев спрашивать, а не меня. Но меня, как правозащитника, интересует, будут ли наказаны для того, чтобы впредь не было таких преступлений, чтобы преступники были наказаны. Преступление должно быть наказуемо. Всегда.
только в таком случае можно добиться того, чтобы впредь такого не происходило. Вот как-то так. Я считаю, что я это уже озвучивал, и это, об этом русские так считают. Вот я за ними слежу, что они отступят к Москве, закроются в Москве, и Москву придется, как когда-то Белград, бомбить. Вот я думаю, что так будут развиваться события. Потому что террористов нужно уничтожать их в логове. И никак иначе. К сожалению, люди, которые сеют зло, убийство и смерть, они должны быть остановлены. Украина — это не первое преступление Путина и Патрушева. Были преступления в Чеченской республике Ичкерия, в Грузии, в Сирии и везде и далее. Поэтому русские, если сейчас их не добить, вот эту ФСБшную гниду, то это может зайти очень далеко. Очень далеко. Они снова вернутся, они не отстанут от Украины. Никогда. Пока медведю не вырвут клыки и когти. Вот тогда можно будет успокоиться. А вырвать клыки и когти — это лишить атомное оружие, наказать военных преступников и разделить Россию на территории свободных государств. Как-то так. Так, Асан, считаешь ли ты преступлением против чеченского народа вторжение в Дагестан? Что послужило поводом для начала Второй русско-чеченской войны? Я не считаю вторжение, как ты называешь, это была спасательная операция, которую разные деятели, в том числе и Джамбулат Сулейманов принимал в этом участие, подогревали, и Удугов Мавлади, и Ахмед Закаев. Да, тоже надо не забывать, что Ахмед Закаев тоже имел к этому отношение. По крайней мере, у меня есть такая информация. Что это не является преступлением, это была спасательная операция, которая была... Просто чеченское государство вынуждено было, вернее, не государство, извиняюсь, не государство. Шамиль Басаев, на тот момент не занимавший ни один государственный пост человек, вынужден был вот эта группа людей оказать помощь людям, которых бомбили нещадно. И начало, ты пишешь, что вот это вторжение, да, спасательную операцию по русским нарративам ты называешь вторжением, но я тебе скажу, что это была спасательная операция раз, а во-вторых, началом Второй русско-чеченской войны не послужила спасательная операция Шамиля Басаева и чеченских добровольцев. Если бы этой спасательной операции, которую так русские хотели, чтобы чеченцы вошли и показать всему миру, что мы на них напали и так далее, они даже отступали, завлекая чеченцев дальше вглубь Дагестана. Если бы этого было достаточно для мира, внимание, взрывов домов в 1999 году не было бы. Взрывов домов, совершенных Путиным с Патрушевым, не было бы. Потому что этого основания для Запада не было достаточно. Поэтому был взорван дом в Буйнакске, связать это с Басаевым. Задержаны были сотрудники ГРУ, которых допрашивали наши чеченские правоохранители. И видеозапись имеется, и мы скоро на суде это все увидим. Далее имеется взрыв, 2 дома было взорвано в Москве. Это для резонанса, чтобы как можно больше людей, иностранцев, живущих, журналистов, живущих в Москве, чтобы они увидели, услышали, испугались и так далее. Затем, говорят, была еще попытка подрыва 3-го дома в Москве, но он был предотвращен, и как-то это сошло на нет. Затем был взрыв дома в Ростовской области, где в 16 километрах от атомной электростанции. И это послужило, кстати говоря, я недавно видел видео, где АЭС называется канал. Атомная электростанция называется канал. Смотрите, ребят.
дом, взорванный в Волгодонской, Ростовской области, был взорван для того, чтобы испугать Запад, ну не то чтобы даже испугать, но дать основание своей агентуре поднимать волну, что вот смотрите, чеченские террористы хотят взорвать атомную электростанцию. Эта атомная электростанция находится ближе всего к российской атомной электростанции, к Западу, к Европе. И именно попытка подрыва пятого дома уже, или уже если считать, что в Москве было 3 дома, то уже 6-го получается, попытка подрыва пятого дома, ну, который нам сейчас широко известно, в Рязани, в городе Рязани, которая была предотвращена бдительным гражданином Алексеем Картофельниковым, и террористы были задержанными, которые оказались впоследствии сотрудниками ФСБ, и Патрушев фактически взял ответственность на себя, заявив, что это были учения, и никакого взрывчатки не было, а был сахар. Так вот, именно в Рязани взрывали дома, потому что в Рязани, как мы знаем, в России самое большое скопление военных училищ, там, военных образовательных учреждений, казарм и так далее, и так далее. То есть это был такой мотиватор для вот этих ублюдков, которые пошли топить чеченский народ в крови. Несмотря на то, что террористы, заложившие 5-ю бомбу или 6-ю бомбу в дом в Рязани, были задержаны и были признаны сотрудниками ФСБ. И Патрушев откровенно признался, что это были учения. И взрывы, как известно, остановились, ну, прекратились. Причем этот террористический акт, единственный террористический акт, который приписывают Шамилю Басаеву, был засекречен русскими террористами на 75 лет. И несмотря на это, русские пошли топить чеченцев в крови. Вот чтобы было представление у нас, что происходит и как было. Поэтому вот это твое обвинение фактически, что спасательная операция послужила поводом, спасательная операция в Дагестане послужила поводом для нападения фашистской России на Чеченскую республику Ичкерия, несостоятельны. Так, друзья, почитаю еще комментарии. Так, давайте чуть-чуть и здесь, и там. Сегодня вы в ударе все, друзья. Спасибо вам большое, пишите. Если я не ответил на ваш комментарий, постарайтесь написать его еще раз, друзья. Я просто могу не заметить, потому что накапливается, и мне приходится перелистывать. Так. Так, дальше. Какая демократия, если они не разбираются и не хотят признавать в народовластии, говорит Ибраим. Сегодня очень хороший день, так радовалась этим видео, как люди радовались приходу ЗС, это было очень красиво. Да, Фрея, поздравляю еще раз Украину с освобождением очередного города. Так. Вообще на них все равно, на тех, кто не хочет демократии. Будем лечить, говорит Майкл. Так, Аслан, Херсон наш. Да, Вальдемар. Слава ЗСУ, слава Украине. Тот, кто хочет установить диктатуру в Ичкерии, глубоко ошибается. После падения Кремля вокруг Ичкерии не будет российских войск и людей ничего не будет держать. Они сметут этот ваххабизм. Да? СБУ работает с частью ФСБ. Вместе они хотят президентом Украины Гудкова и Вашикова хотят поубивать. Смешко ведь бывший путинец. Говорит Чебурашка Джинмурзаева. Файтер Израиль. Москву бомбить. Какие приятные вещи тут можно услышать. Москва, да? Раньше у нас в Грозное, я жил около гостиницы, большой гостиницы, самой, наверное, большой гостиницы в Грозном. Тургостиница Грозная, она так и называлась. И у нас на водохранилище Чернореченском проводили гонки на
катерах, да, вот этих скоростные, вот эти быстрые катера. И постоянно приезжали москвичи. Ну, все приезжали, и москвичи тоже. И я помню, как вот ты сейчас написал, Файтер, Москву, вот они говорили, у вас Дональд продаются, продаются, мы им отвечали. А поскольку? Жвачка Дональд. Мы тогда маленькие были. Рубль 20 мы говорим. А у нас по рублю. Вот такие вот дела. Так, если не называть военных преступников, то и дальше будет продолжаться. Да, Асланбек? Аслан, можно доверять Соловью и его прогноз? Или это такой же калибра персонаж, как Гудков? Милтон 100% это такой же персонаж, как Гудков. 100%. Доверять, абсолютно доверять нельзя. Да, надо смотреть, кому это интересно и важно, чтобы делать анализ происходящего. Но так, ну как можно доверять? Это матерые гибнюки, это пропагандисты. Именно этот Соловей учил людей, как нужно в Фейсбуке, в Ютубе лгать людям. Ну, типа, как обманывать, чтобы, как располагать. Это такой матерый просто. Матерый пропагандист. Нет, Аслан. Большой был гостиница «Кавказ». Руслан, ты, наверное, не знаешь тургостиницу Грозный. Я был в Кавказе, я был в тургостинице Грозный. Я могу сказать, что тургостиница Грозный, туристическая гостиница Грозный, она была самой большой, по крайней мере, я так думаю. Да. Их даже лучше не смотреть. Да, Фричкере, лучше не смотреть, я это тебе скажу. Так, если зло не наказать, оно повторится. Кремль стереть с лица земли. Светлана Хадзевич, если бы им удалось бы, вы даже не представляете, какой ад они вам устроили бы. Просто мне страшно представить, что было бы. Они уже открыто, их депутаты открыто говорили, что нужно уничтожить 20% украинцев. Вы можете себе представить? 8 миллионов человек они должны были уничтожить. А эти уничтожения происходили бы просто массово. Война еще не закончилась. Планы у них еще есть. И пока клыки и когти этому бешеному медведю не вырвут, то он представляет угрозу для человечества. Если ему не вырвут, это будет просто предательство. Хултыгов лечор, ой, гарчаль, ичкери патриот, делавар, Хултыгов, молодец, вар. Запад говорит, Россия спонсор терроризма, хотя на самом деле Раша есть сама террорист, а спонсор это те, кто ресурсы покупал и скормил этих монстров, то есть цивилизованный мир. Имя, фамилия. Очень с тобой трудно спорить. Имя, фамилия. Один залп по Кремлю решит все вопросы. Такие как Фейкин, Пьянтковский, прихлебатели у Кремля. Да. Так, давайте переходим сюда, в эти комментарии, друзья. Слава Украине. Героям слава, друзья. Героям слава. Если пойдут на Москву, то я тоже пойду, говорит Фрички. Так, друзья. Мне нравится ваш настрой, Део. Аслан, Так, Петя, куда ты лезешь с гибнюками? Сюда. У нас сегодня день свободный от гибнюков. Поэтому, Петя, не лезь. Соловей предсказал смерть Путина от болезни не меньше 50 раз. Это шут. Да, Киртука, совершенно верно. Абсолютно с вами согласен. Он предсказывал его смерть, его болезнь, его там 3-10. Огромное количество его предсказаний, как у Пьянтковского, ну, которые не сбываются. Обязательно, Штиглиц, как я не буду? Конечно, буду.
Конечно, Дион. Атака в YouTube. Так. Майкл пишет, борода опасна, возможно появятся кремлевские уши. Видимо, да. Так, ежели британский цицкшкольниш далуш целуй. Так, я с тобой познал, что там можно будет задать вопросы. Конечно, можно, почему нельзя? Но не обещаю, что буду соблюдать Женевскую конвенцию. Фричкере, тогда ты преступник. Так нельзя, Дион, так нельзя. Мы, чеченцы, всегда соблюдали правила, обычаи и законы ведения войны. Поэтому нет. А Женевская конвенция, она один в один совпадает с нашими законами, которые ведения войны. Прямой эфир будет, Аслан. Что сейчас, Руслан, не прямой эфир? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Аква. Витаю тебя, брат. Так, ну так хочется. Ты меня пугаешь, Фричкири. Так хочется, то. Так. Вы заметили, Генеральный штаб нам сообщает информацию, что больше погибших стало с фашистской стороны. Заметили? Почти в 2-3 раза иногда. Это мобилизованные, мобилизантики. Там можно будет задавать неудобные вопросы. Я не знаю, Штиглиц, я откуда знаю. Так, давайте этого Петю уберем. И имя ты себе выбрал какое-то. Петя. Написал бы нормально так. Петр Первый делал. Это Петя. Вон отца Петя. Так, Баркал Фричкере. Баркал. Херсон вернулся домой. Да. 80 тысяч в аду, говорит Майкл. Да, почти 80 тысяч. Мне это не интересно, Руслан. Собираются эти люди, не собираются. Абсолютно мне это не интересно. Эти люди не думают о чеченском народе. Мне нужно, чтобы кто-то думал о чеченском народе. Понимаете? У нас с этим проблема. А власть занять миллион чеченцев, миллион генералов. И женщин, и детей, все генералы. Поэтому любой чеченец может занимать посты и делать хорошее дело. А это все, вот сейчас они, у нее немножко, я не хотел об этом говорить, чтобы их не расстраивать, немножко они фальстарт у них произошел, немножко, рановато еще, рановато. Асан, слышал, как Артем Лебедев прошелся по черкесским активистам, которые были против памятника? Нет, не слышал. А кто такой Артем Лебедев? Так, сейчас да. Так. Аслан, про власть ни слова, будь добр. Аква, ты про какую власть говоришь? Про украинскую или про чеченскую? Или про российскую? Концерт Кобзона пополняется, да? Асан, так плюс еще можно столько же прибавить 80 тысяч инвалидов без рук и без ног.
Да я, если не в 2 раза больше, если не 160 тысяч, если не больше. Да, конечно. Но знаете, вот сейчас они говорят, что они 300 тысяч призвали и так далее. На самом деле, по разным оценкам, говорят, до миллиона уже призвано. И сейчас призывники 18-летние, которые сейчас в осенний призыв попали, они тоже туда же, это тоже около 150-160 тысяч человек. Поэтому в этом плане войск, они сейчас накапливают войска. Сейчас они от Херсона оттянули войска. Сейчас только что смотрел Жданова. Он сказал, что может быть в сторону Донецка их перебросят сейчас, что вот они сейчас маневры какие-то делают и так далее. И, конечно же, со стороны Беларуси они готовятся, я считаю, что оттуда тоже будет удар. Попытку они еще одну сделают, пока у нас хорошенько не получат. Привет с Львова, слава Украине, салам. Героям слава, витаю, Львов. Так. Про ичкерийскую власть. Они свою работу работают. Хорошо или плохо, но работают. Ну, я не вижу, что они работают на самом деле. Никакой работы, деятельности не ведется. Просто сейчас происходит пиар для того, чтобы сейчас перехватить инициативу и чтобы их поддержали. Вот и вся работа, которая была. О чеченском народе, не о чеченских партизанах раненых. Вы слышали когда-нибудь, чтобы Ахмед Закаев и его окружение собирали деньги для партизан раненых, которые здесь? Я знаю здесь раненых людей, которые говорят, что им никогда Закаев и его окружение не помогало. Очень много таких людей, они обращаются. Поэтому не будем сейчас уходить в это. Никакой деятельности они не вели и не ведут. Поэтому мне это не интересно. Мне интересно права чеченцев, преступления фашистской России. Вот что мне интересно. Ассаламу алейкум, салам аш до Парижа. Ичкери, безло, вежешку. Алейкум ассалам, дени машуай. Так. Он один остался? Где он один остался? Где он один остался? О чем ты говоришь? Ну ладно, возвращаемся опять. Мне это не интересно, да. Политические деятели, многие не будут нести ответственность. Значит, надо говорить, что они не делают. Вот. Я об этом и говорю, а разве я не говорю? Но, понимаешь, критиковать я все разрешаю нашей власти, все, кроме предательства, кроме агентуры, которая есть. Да? Даже какие-либо преступления я бы не замечал бы, да? Пока человек, ну, в таком положении мы находимся. Но когда мне говорят работать на русских, все, я задаю вопросы, и в ответ тишина, понимаете? А почему тишина? Потому что нечего ответить. Вот и все. Поэтому я прямо говорю и буду говорить. Если у меня есть свое видение, я убежден, меня с этого подвинуть практически невозможно. Никаких ответов я не получил. Хотя я уже публично 2 года твержу, говорю. Были сняты 2 человека, и совет старейшин Докудаев Ахмед был снят представитель в Берлине, в Германии. И вот это тот, кто мне предлагал работать на русскую разведку. Но Алимпаш Салтыханов, который на 2-й день звал меня в Берлин, эту тему обсудить, не сам лично, через Умара. Потом этот же горе-вербовщик стоит за ним, они мило здороваются, с Айдамином Ибрагимом общаются. Ну, то есть, ну, все нормально. И все, что было потом, я же все это помню, как меня пытались втянуть в разговор, договориться, еще много чего было. Поэтому я сделал выводы, что я больше с этими людьми, мои дороги разошлись. Я не знаю, как там было раньше, хотя я получаю сейчас много информации, достоверной, как было раньше. Много чего нелицеприятного я узнаю. Но я подумал, что ну ладно, это было в прошлом там, и так далее. Но тут откровенно, все, до свидания. И я рядовой гражданин, не имеет значения мое мнение для больших политиков, таких как
Анзорчик Масхадов, Джамбулат Сулейманов, Ахмед Закаев, кто там еще, Ингулбаевы, там кто-то, Абдурахмановы. Вот эти все вот эти люди, они занимаются политикой, они зарабатывают деньги, пытаются заработать деньги. Мне это не интересно, понимаете? Все, кто связан с Россией, идут лесом, Дион. Так, твое видео никому не нужно, говорит Фридом. Ну, тогда уходи отсюда. Так, ты на еврея похож. Правда, что ли? Это же отлично, да. Хорошо, что их прогнали, да. Понятие ували, что ли. Так, ладно, они тут разные заходят. Пойдемте дальше. Фридом и тут пишет, и тут пишет. Но здесь Фридом, правда, большая заглавная, а здесь большими буквами все Фридом. Это ты, что ли, и там, и там? Асан, почему республику назвали в честь Ичкерии? Почему, например, не в честь региона, откуда ты сам? Ичкерия — это равнинная плата. Это наше старое древнее название, друзья, как выяснилось. Поэтому не надо придумывать, что там Ичкерия не наше слово там, и так далее. У нас много не наших слов. И в каждом языке вы найдете разные слова разных народов. Ничего плохого в этом нет. Почему вы прицепились к слову Ичкерия? Слово Ичкерия — это самое важное слово, которое русские террористы пытаются как-то запачкать. Давайте не будем им в этом помогать. Давайте, друзья. Так, дальше. Геноцид организовался. Украина, нью фашизм, легализующийся на люди, испытывает новое оружие по позиции неподментованных. Нет, потому что... Чебурашка, у тебя, по-моему, вообще что-то у тебя вообще сложно все. Так, Ада, у него борода стала редеть, он начал пользоваться Так, ладно. Если наша первая задача вернуть наше государство, может нам надо вам объединиться, а потом будет судить кого надо, и в первую очередь из правительства. Почему я должен с кем-то объединяться, ребят? Я вне политики, понимаете? Я правозащитник. Я хочу говорить про преступления фашистской России. И я хочу говорить про их взрывы домов. Об этом я много говорил. Я хочу говорить про преступления, которые совершали русские террористы в нашей стране, также и в других странах. В том числе сейчас они в Украине совершают. Почему? Какое значение имеет обычный блогер? Тут такие великие политики делают такие великие дела в коридорах где-то. Но я при чем? Оставьте меня в покое. И не буду я ни с кем с ними. Близко не подойду. Пока не ответят на мои вопросы. Аслан, ты не на еврея, а на Николаса Кейджа похож. А Николас Кейдж разве не еврей? Аслан и все присутствующие, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Аслан, все будет нормально, я в это верю. Аква, да, все будет нормально. И я не просто верю в это, я знаю, что будет все нормально, друзья. Так хорошо, вы просто всех вещей я просто вам не могу сейчас открыто говорить. Но у нас все отлично. И вся вот эта буря в стакане, вот этих разных Джамбулата Сулейманова, разных там Тузиков, Шмузиков, там Закаев, это все, это ничто по сравнению, что у нас имеется. Да, все будет Ичкерия, да. Да. Асан, я слышу, что эту войну стоит... Кого вы скармливаете? Говорил украинский рухать, обращаясь к Западу. Вы скармливаете и растите монстра, повторял он, предупреждая западный мир. Да, Чирей, именно так. Я помню это видео. Асан, я слышала, что эту войну устроили, чтобы уменьшить численность населения Земли. Надеюсь, что это не так.
И том дабельч дагдоузер дутигр. Когда Россия развалится, мы освободимся. Да, Залина, ты немножко преувеличиваешь. Это не так. Это чисто имперская война фашистской России. Ичкери — это слово ичкерийцев. Файтер Израиль. Азна, Джамбулат находился в составе Джамаата Адама Автуринского, который работал на ФСБ, говорит Черей. Отличная информация, я тебе скажу. Почему вы об этом не говорите публично, друзья? Вот что меня удивляет. Там я смотрел в чат-рулетке, не в чат-рулетке, в телеграм-чате антитеррора, вот группа, которые там наши сидят. Там я это видео выложил. Он говорит, что он работал с Адамом Дениевым. Помните такого ФСБшника, которого коммерсант один застрелил, когда он к нему пришел деньги у него вымогать. Который людей оживлял. Сперва убивал, а потом как бы типа сказал, что он может оживить. Там убил человека, потом сказал, он не хочет возвращаться. Молодой человек поверил его в эту всю ложь этого Адама Дениева, ФСБшника, который там представлялся как Кадыров потомком, он-то потомком, Кадыров просто хранитель Корана и Сунны, а этот представлялся потомком пророка Мухаммада, мир ему. И он сказал, что он может оживлять людей, убил молодого человека, который поверил в его этот бред, или же тот сам на себя наложил руки. И родственники пришли и сказали, ну давай, оживляй его. Он приложил к нему ухо, послушал и сказал, он говорит, что ему там очень хорошо, и он не хочет возвращаться. Вот какие эти КГБшники, эти люди. Просто задумайтесь. Вот в этой критической ситуации по его вине погиб человек, да, обманул его и так далее. Он говорил, что он может оживить человека, вернуть его это, но он не захотел. Вины же нету вот этого Адама Дениева. Вина в том, что тот не хочет, что ему в раю хорошо, он не хочет возвращаться. И они вот такие люди. И этот Тумсо Абдурахманов, и все остальные, которые вот этим занимаются, им ничего не стыдно, понимаете? С ними должен разговаривать следователь. Все. Им ничего, вы их ничем не пристыдите, вы их никак не заткнете. Только в соответствии с уголовным кодексом, как только они нарушают закон. Работать на русских — это нарушение закона, чеченского закона. Так, Чеченка Сима, иншаллах, даже если я умру, я не встречу это светлое будущее Ичкерии. Я рада за будущее поколение. Не, почему ты умрешь? Мы в следующем году будем дома. Самогатаешь. Я помню эти случаи, говорит Руслан. Я не помню, мне рассказывали. Кто для вас фаворит? Лейла, у меня нет фаворитов. Я не при королевском дворе, поэтому у меня нет фаворитов. Астафируллах, первый раз слышу. Да, Чеченка, так и было. Так и было. Интересно, конечно, работал Адам Автуринского. Адам Автуринский уйвущий музей, Дениев уйцек. Ойтрар Адам Дениев. И укой Автуринский. Автуринский уйцер, ойтрар, вари Автуринский уйцат. Эмлу варцам муджает. Народ ТикТок чей? ТикТок китайский. Аслан, ночью Барт Хельбизер вчера общался с нашими братьями с Украины из батальона Шея Мансур Джахар Дудаева. Дела бизарк, валла бизарк, вай мас сердца Барт Бушон. Валлай, биллай дается, цхан саксхис, цахум, гаск связаны цахильчане, вай почал Конституция вай хильчане 92 года, 97-й мекчусу. Просто изменение Конституции, переход на шариатскую форму правления, это нарушение Конституции. Это так не делается. Да, была война, были разные обстоятельства, люди принимали разные решения, но сейчас мы можем говорить то, что нам нужно и так далее. Вот ты действительно... Так. Ковбой, ковбой, так, цахубо, барт цахиле иш дахир
Цер губовый барт сахили ишт да хирдубо. Из ханцахар цер чем гай уай нарам харам уай مسيرة دوتش مدوي بالغ البيزوي دبخ والله его ханца هو лил дарезмоусо. Если не будет среди нас агентуры, есть агентура, ее нужно отсекать. Вот проблема в том, что ее не отсекают. Вот в чем проблема. Понимаете? Так. Каслове. Да, именно так. Асан Николас Кейдж не еврей. Ну, не повезло. Дал это боль, а массу ждик чумада дерес, имя имя, дал массера боль. Гибнюк не смея считает, что после поражения Кремля Украина не будет претендовать на территорию РФ. Аслан, ты как считаешь, решится ли Украина на возвращение Белгорода, Кубани, Ростова, другие территории? Ничего не могу сказать по этому поводу. Я не знаю, что там в голове у украинского руководства. Не знаю. Так. Слава Украине, слава Вильной Ичкере, повага Аслану. Героям слава, Светлана. Героям слава. Так, Аслан, одним словом за конюшт, да, Ури, да. Аслан похож на моего дядю. Ассаламу алейкум, аш довольшу, ассаламу алейкум, ассалам, Аллах да берт кюру. Амин, амин, бамут, амин. Именно так, Аслан чечен, чеченец, кавказион. Так. Очень бессовестные, лицемерные и бесстыжие эти псевдорелигиозники-халифатчики. Именно так, абсолютно так. Ничего у них нет святого. Ничего. Как они могут быть вообще мусульманами, я не понимаю. Да, мусульманин должен быть честным. Вот, как минимум, не лицемерным. Да, это лицемерие зашкаливает просто. Мир вашему дому, как принято здороваться в вашей культуре. Признаюсь, первый раз смотрю ваш стрим, но регулярно смотрю добрых ночи. Не стану виниться за зло русских или российских гопников, как Илю и так далее. Так, мир и вашему дому. Ассаламу алейкум, Аллах баутулюэль, амин, ва алейкум салам, амин. Аслан от Örstich Цалил Цадич Ол Хирдуй, Хирду грет груд, Хирду. Хирду. Почему мы должны с ними иметь какие-то дела, когда они нас даже не признают? Я не против того, чтобы с нормальной оппозицией разговаривать, договариваться, искать контакты. По крайней мере, раньше я не был против. Но сейчас я вижу, что русская оппозиция, те, кто реально нас признают и реально готовы нас поддерживать, признавать свои преступления и так далее, эти люди, их не видно. Это такие маргиналы, потому что вот эти занимают эти места, вот эти ГБшные оппозиционеры занимают места нормальных русских оппозиционеров. С ними я готов иметь. А что с ГБшниками иметь? Гудков генералом за что он стал? Да, полковником ушел, там все такое говорят. Но когда он был у Сотника, его Сотник называл генералом Гудковым, и его это никак не смущало Гудкова. Мне кажется, Гудков это куратор вообще всех этих Фейкиных и других товарищей здесь в Европе, да, которых мы знаем и видим, и которых еще не знаем и не видим. Поэтому, да, мы должны разговаривать со всеми, но я считаю, что с русскими, которые не признают нас, вообще говорить не о чем. Это раз. Во-вторых, тот бред, который вытворяет так называемое правительство в лице Ахмеда Закаева, оно просто никак не объясняется поведение. Все время молчал, сидел, потом раз выскочил и началась какая-то суета. Я от этого далеко делал. Аслан, Херсон полностью освободили? Не знаю, не знаю. В последнее время потеша совсем плохой стал. Эрнсто Пабло, через ближайшее время ты его увидишь на скамье подсудимых. Да.
Все будет Ичкерия, да, Мулабамот. В разгар войны я пробегал в Грозном мимо дома и прочитал «Халиф Ада», так как стена была стена наполовину. Обычно ФСБ писали так: «Халиф Адамалла». Ну, наконец-то, как точно подумал я, антрополог. Так, друзья, сейчас я перейду в ТикТок, комментарии, друзья, сейчас я тут дочитаю. Основа Херсон, помните, так, все мы мусульмане не святые, многие мусульмане прорусские, и с ними контакт потерян. Прорусский мусульманин, в моем понимании, не мусульманин. Россия главный враг, в том числе мусульман, в том числе. И говорит, я за Россию, потом сидит этот Апти Алаудинов, просто преступник, на которого клейма ставить негде. Вот этот преступник говорит о каком-то джихаде, Кадыров говорит о каком-то джихаде против Украины. Но это что, это мусульмане? Это не мусульмане. Они не могут быть мусульманами. О каком джихаде они говорят? С теми, кто убивал и насиловал и женщин, детей и стариков? Вот с ними они джихад делают. Ну, если только такой у них такой, русский джихад. Какое отношение к чеченцам тогда они имеют? Все будет Ичкерия, я хоть не чеченец, но поддерживаю вашу идеологию о ЧРИ. Дуже дякую. Так, давайте сюда перейдем. Так. Привет из Украины. Привет, Милана. Привет. Бюстик Юрислан. Далуизель. Юэль Бюстик. Эмма. Далуизель. Британский цицк шдалуш. Ближе Берлина. Цаха шон. И же визит. Объявление. Доска объявления. Так. Так. Хазион хайзук. Лои этто буя. Лои этто буя. Лои Йонас мегады. А хайнек ла маила ас лои Йон. Дал сидуя просто цицк дешел. Ну ханерсу. Мегар дал. Хадуэль дал си. Так. Поехали дальше идем. Стена была наполовину снесена. Ясно. Область только Херсонскую освободили. Все будет Ичкерия. Так. Война началась в Украине, и он увидел наших бойцов. Хоть он увидел их и так далее. Аслан и барашка опа ярита цакита соледи. Что ты имеешь в виду? И барашка опа ят. Майк ТикТок. Чаму коровести. Аслан. Аслан Арцуев называется. Сейчас идет стрим у меня в ТикТоке. В Херсоне уже ВСУ, но завтра зачистка начнется. Много работы там впереди. Орки взорвали ТЭЦ, оставили город без тепла. Электричество уничтожили. Файтер, ну, они такие идем. Я не украинец, я лезгин, но поддерживаю вашу идеологию о ЧРИ. Дуже дякую, Фридом. Скажи мне, лезгин, если ты не в России, конечно, да, тебе лучше не писать, что ты меня поддерживаешь. Ты поддерживаешь свободу Дагестана. И что ты делаешь для этого? Спасибо, что ты поддерживаешь, но нам нужно всем отделяться от России. Понимаешь? Вот в чем беда, Дион. Последний раз от души так радовал 6 августа 96 года. Говорит. Они тоже вот тут ничего не поделают. Их будут судить как мусульман судный день. Ну, Аллаху лучше известно, кто они. Кадыровцы в Украине едят свинину, говорит Женя Зоппи. Да какая разница? Если они идут, смотрите, свинина там, говорят, свинина там, все такое. Свинина, она запрещена, но во время голода или тяжелое время ты можешь есть все, что угодно. И в том числе и свинина. Там не только свинина запрещена в исламе. В исламе запрещено, любой хищник запрещен употреблению. Все, что добывает себе клыками и когтями пищу, оно запрещено употреблению. Но их это можно есть. В случае, если ты голоден, ты можешь и свинину, и волка, и медведя, и все остальное есть. В случае, если ты умираешь, и тебе нужно поесть. Но, например, нельзя пить алкоголь. Да?
Можно употреблять лекарства, можно спирт употреблять, если это нужно для лекарств, для лечения. Но идти убивать людей в чужую страну и прикрывать это джихадом, говорить о какой-то религии, я не считаю это людей. Они не могут быть мусульманами просто, по определению. Это ГБшные подхолопники, вот кто это. Самые настоящие подхолоповцы это. И не мусульмане они. Аслан дал это буэлха, дал мокш мэш лах туэлотхон, все будет ичкери лэмон. Амин дерейс хуй лэмон, дерейс хуй мастера буэлвай дал это. Так, пойдемте дальше. Никто тебя не поддерживает, говорит Азамат. Да. Только что как раз, Азамат, я прочитал комментарий, а ты говоришь, видишь, один человек как минимум меня поддержит. А сколько лайков? Посмотри, сколько лайков. Кстати говоря, бог ждать, ютубовцы, что-то у вас проблема с лайками делал. Так, и мне не важно, кстати говоря, Азамат, ты этим хочешь меня, наверное, я бы твой комментарий даже не зачитал бы, если бы мне это было как-то. Мне не важно, поддерживают меня много людей или нет. Мне важно говорить правду, и чтобы не было преступлений против чеченского народа и государства. Все, что мне нужно. Вообще, чтобы за права людей я выступаю. Но особенно за чеченцев, потому что мы самые ущемленные в правах на сегодняшний день народы в мире. И нет ни одного народа больше ущемленного в правах. Поэтому меня это интересует. А что там, политическая карьера, там, у меня миллион просмотров, там, я смотрю в ютубе разные видео, такой бред иногда, и там миллион просмотров, 2 миллиона просмотров, там 10 тысяч лайков и так далее. Ну это же смешно, правильно? Хороший товар оптом не бывает, да, как говорится, да. Да, сам прав про голод и как спасти себя. Так, Бог с ними, с Кадырем или Асхадовыми. Народ же остается. Так, подождите. И как спасти себя? Так, Бог с ними, с Кадырем. Народ же остается разный по вере и безверию. Нациям или без нации. Не нация или вера отличает человека от выродка. Да, именно так. Так, все идет по расписанию. Абсолютно, Ури, все отлично. Так хорошо никогда не было, Дион. Милтон Фридман. Аслан, пока много разногласий среди сторонников Ичкерии. Очень бы хотелось, чтобы они нашли общий язык и начали работать во благо своей страны. Милтон, я вас немножко разочарую, может быть, или, может быть, наоборот, обнадежу. Нет, как таковых, много разногласий между ичкерийцами, сторонниками Ичкерии. Есть разногласия между агентурой российских спецслужб, которые нам сюда заслали в огромном количестве. Убили всех, запугали, посадили, дискредитировали, задвинули и так далее, и так далее. Плюс мы сами, и у нас характеры не очень хорошие, честно скажу. У чеченцев характеры иногда очень тяжелые. Я про себя говорю в личном плане. Поэтому все изменится вот так вот. Мы уедем домой, мы освободим нашу страну, мы изберем парламент, мы выберем президента, мы наберем милицию новую, мы создадим спецслужбы свои, у нас будет прокуратура генеральная, настоящая, а не та, которая вот, если нужно на кого-то наехать, наезжает, да, за то, что не поддерживает, вообще бред какой-то. Поэтому все будет отлично. У нас все отлично. Не заморачивайтесь, не смотрите этих Джамбулатовых, вот этих Анзорчиков, там, Абдурахманов, Янгулба. Это все люди, которые имеют очень мутное прошлое. Очень мутное. В том числе Анзор Масхадов. Я в начале, когда он начал свою вот эту активную деятельность и начал на меня наезды, я сказал, что ты ничего не добьешься, кроме как опозоришь самого себя, и там вот это имя Аслана Масхадова может очень пошатнуться. Его имя запачкать невозможно, а вот свое он уже пошатнул, просто на ноль он себя умножил, связавшись с этими людьми.
Ну ничего, ничего, это его личное дело, да. Жизнь продолжается, чеченский народ живет и здравствует, и все будет Ичкерия. Адам Дениев провозгласил себя имамом и возвращает умерших к жизни. На митинге до войны в Грозном выступал, говорил, что 19 лет изучал ислам. Я помню эту гниду, говорит Чирии. Да, я слышал именно вот про это. Вообще не культурно, мало лайков, дамы и господа, говорит Майкл. Да, Майкл, не культурные вообще сегодня у нас товарищи. Аслан, ты слышал про красного командира Богданова, которого убили в Катар-Юрте в 20-х годах? Да, конечно. Да, конечно. Слышал. И по делам этому командиру. И после этого русские там устроили убийство женщин и детей, как они умеют. Валлах, мабоклю, свиная, русские тысячи людей убили, этот ужас не люди поддерживают. Да, Аслан, 35 человек были подписчики и снова эту сотку снесли, хотя бы для приличия количество поменяли бы. Да, они постоянно происходят там. Отписки мне люди пишут, что их отписали, что они получают уведомления. Ну все вы это видите, все мои постоянные зрители, это много раз видели. Для непостоянных, может, это будет какая-то новость, а вам это уже, наверное, надоело. И креветки, и другие морепродукты разрешены, есть немало споров об этом. Я ел креветки с удовольствием, разрешены или нет, не знаю. Я слышал только про хищников нельзя есть. Баркалон, Чеченка, Сима, Баркалон. Sevişon, deres var. Del al şöyle. Так. 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 Надо будет скоро воевать, посмотрим, где вы будете. А ты, наверное, до сих пор сейчас воюешь, Азамат, да? Ты сейчас в Украине воюешь, наверное. Да? Ты думаешь, все должны воевать? А? И почему ты считаешь, что мы должны воевать? Аласвик, Азамат. Ты этим объясняешь? Или война закончилась, может быть, в Чечне? Может, ты молодой, да, тебе сейчас, наверное, 20 лет или 25 лет. Где ты был воин, когда шла война и Дока сражался? У меня есть воины настоящие, мои друзья, мои братья, мои родственники. Про тебя они не слышали. Это я тебе скажу точно. Так. А ты почему не на войне? Все ичкерийцы на войне. А я правозащитник, да. Я работаю ручкой. Так. Ну, если тебе 40 лет, ты, наверное, рядом с Доккой был, наверное, да? Ты же должен был рядом до сих пор с Доккой. По-моему, ну, или ты очень тяжело раненый, Азамат, что тебя вывезли, и ты остался за границей. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Ичкерия. Боже, благослови Америку. Аминь. Боже, храни Америку и Англию, слава Ичкерии и Украине. Аминь. Героям слава. Аслан Баркал, мне кажется, ты, как никто другой, хорошо выявляешь этих самозванцев. Им не место среди нас. Да, большому сожалению, вот эта неблагодарная работа досталась мне. И просто я, в отличие от многих, которые тоже все знают, лучше меня знают, отлично просто весь расклад, причем знают бэкграунд вот этих разных персонажей, они, к сожалению,
сидят в тени по разным причинам, не будем никого обвинять, но вот я был вынужден выехать, я был вынужден войти в это все, и здесь все очевидно, просто нужно в этом разобраться. И я не боюсь говорить, кто есть кто, называть имена, не скрывать там и так далее. Вот поэтому они сами выявляются. Так. А сам про многих не слышали, поверь. Асан сажается за нас на Ичкере, ручка, как говорится, его оружие, карандаш, как когда-то говорили. Да? Так. Хубова, Азамат, Махран, Хубова, Асю, скажи мне, что ты мне хочешь сказать? Ты зашел сюда, если ты такой, почему ты 15-го вышел, в 15-м году вышел? Остался бы? А? Что мне предлагаешь? Почему? Кто воевать пойдет? Что ты за пончик, чмо, вахия? Худу чего? Худиц реш чего? Хотя диц реш чего? Связи вала, дюцер дой. Вахуешен, чё дехкан, албейш, сандет, серьезно, осаг вала, шо каш, сагу буа. Веди себя тогда как 40-летний. Буа было. Так. Ставим лайки, оставляем комментарии, подписываемся, репостим. Асан хотел помазал головой бех мобиль хаттан. Наш хуаусуа, муцар юртар, мозар го юртар, уксуа. Так, поехали дальше. Если работать с ручкой, долго жить будешь. Ну, посмотрим. Ну, видишь, в отличие от некоторых, я хоть и работаю ручкой, но несмотря на это, мы живем в такое время, что лучше уж с автоматом и тебя не видят, чем с ручкой и тебя все видят, понимаете? Потому что я уже столько врагов себе нажил за это время. Наверное, приблизительно уже как у какого-нибудь такого матерого чеченского партизана у меня врагов набралось. Поэтому, как посмотреть, долго жить или не жить, ну, я об этом не парюсь. Я уже умер, когда вышел на этот путь. Для себя я это уже сделал, этот выбор. Поэтому мне абсолютно как-то долго я или мало проживу. Чем быстрее, мне кажется, тем меньше проблем, Дион. Да. Портман, хомяцоне. Аса молодец, не лезет в фитну между нахами, по крайней мере. Если зря не болтал бы, то не нажил бы себе врагов. Быквест ты зашел. Да, абсолютно так. Если бы я не говорил бы, много чего, конечно, бы не произошло бы. И на 2 пожизненных срока или высшую меру я бы себе не наговорил бы. Но, к большому сожалению, мой чеченский народ истреблялся, а вот такие, которые мне тут азаматы разные, которые выехали и ничего не делают, у них агентура вокруг, они сидят, ну ничего страшного, я вынужден был пожертвовать собой. Ну что ж, ничего страшного, Дион. Так, ну ты себе хорошую оценку ставишь. Нет, я просто отвечаю на твои вот эти выпады. Да, я думаю, что по поводу Херсона важно ваше мнение. Я, Матвей, я не знаю, что сказать по поводу Херсона. Я могу сказать, что, скорее всего, я соглашусь с Олегом Ждановым, которого я буквально перед началом эфира смотрел. Он говорит о том, что нужно, скорее всего, русские выводят войска, чтобы перебросить Донецк.
И, вероятно, к чему-то готовятся. Но это, конечно, хорошая новость, что они оставляют. Это говорит, что у них не хватает сил. Понимаете? Столько мобилизовать, все сделать, и все равно не хватает сил. Поэтому посмотрим, да, посмотрим, как что будет. Я пока не могу сказать всех этих вещей. Так, о, сколько вас сегодня, сколько вас молодцов, подхолопных. Подхолопники, как вам там под холопами? Нормально, Дион? Слава Вильной Ичкерии, слава Украине, героям слава. Героям слава. Да, алшу, масуэль. Знание маршо. Фримане алят сумма хиэри хон. Мутис. Дику Фриман, все нормально, Фриманом все отлично. Он здесь бывает, у него немножко изменился ник, все нормально. Путин и жены повсюду, да, Адам? Это точно, да. Героям слава, то Азамат. Ошаво. Пекарш. Вы, наверное, где-то в Украине сидите, да, которые вот эти подхолопники. Когда я говорю подхолопники, они взрываются, да. И они начинают мне писать гадости. Не нравится им. Я вас предупреждал с первых дней войны. Ночью, молодцу томи. Вы просто это не закончится. Вас будут преследовать. Вы уже военные преступники. Все, кто там побывал. Поэтому это разные, Адам. Я думаю, разные здесь. Подхолопники обычные, да. Так. Так. А почему онлайн 137 человек, а лайков всего 7? Почему 7? 75 лайков. Хорошо, что выходной. Видимо, у тебя это вопросит, ты пятерку рядом нажала. Почему ты не приезжаешь в Чечню? Обязательно приеду. Ждите. Я приеду, Дион. Так, ты не чеченец, говорит мне человек с русским флагом, Аллах Акбар, и вот так палец у него. И этот человек мне говорит, что я не чеченец. Причем тут США, я не понимаю, говорит. Так. Слава Украине, слава свободной Ичкерии, ногчи воины. Героям слава, Владимир. Владимир Гуляйполе. Так, почему ты не приедешь? Так, это было. Что думаешь насчет наступления на Запорожье? Матвей, я не знаю. К большому сожалению, я в этих вещах особо не разбираюсь. Я знаю, что Москва будет оккупирована российскими и украинскими войсками. Ну, если найдутся эти российские войска. Так, смотрите сколько. Ты муслим, ты, говорят, атеист, ты этот. Вот вы клоуны. Как думаешь, Азак, кто еще последует примеру Украины по признанию Ичкерии? Не хочу я тебе отвечать, Азамат. Азамат это другой Азамат, кстати говоря. Лайк езал, бо. Лайк хельч, о, нормально. Ух, что я лоса, да? Ты американец, да? Нет, не американец. Аслан, ты умный человек очень. Дуже дякую. Фрі Ичкерия, спасибо. Баркал. Так, у тебя кепка, да, у меня кепка с американским флагом. Ты поддерживаешь США целиком и полностью. Ты не чеченец, ты притворяешься как чеченец, говорит Бугор. Так, образование йоц, так, ночью хилла, ночью муатрахон. Йоц, так, да, он не образованный, он бедолашка. Михайлович Ахмад. А сам просто знает этих гиен политиков продажных, он дальновидный. Мы еще в Ичкерии поможем освободить. Дай Бог. Конечно, мы должны все вместе закончить с этой фашистской Россией. Приветствую с Украины, Одесса. Привет, Катерина, привет, витаю. Так, привет с Украины, витаю. Где ты сейчас находишься? Я не могу это сказать, это тайна.
Говорят, что сила ЗСУ лидирует. Да, Матвей, Ахмат не сила оказался ЗСУ сила. Так, все свободные люди признают Ичкерию. Да, спасибо. Вот этого я добивался, последние 3 года сидел здесь. И сейчас вот уже все об этом говорят. И это сделала Украина. Это сделали наши бойцы, которые воюют в Украине, в том числе. И это сделали американцы, которые нас поддерживают, англичане, украинцы. Весь мир это сделал. Низкий вам поклон и уважение, наши дорогие друзья. Так. Ассаламу алейкум, маш доволь, масу, ва алейкум салам, маш оволь. Масу оволь, дерейс хуль сову. Масу доволь, вайдал алш. Слава свободной Ичкерии, дед Мазай. Героям слава, спасибо. Асай, Кадыров, Матаемщину в последнее время. Как думаешь, употребляет он что-то из веществ? Я думаю, да, Кадыров на чем-то сидит плотно. Тем более у него сейчас очень тяжелое депрессивное состояние. Ему по-любому что-то нужно принять. Так, да, была, все, да, была. О, мы уже 1,5 часа, уже больше, мы уже 1:50, друзья. Так, ну давайте еще посидим, еще помочим русню даем. Почему ты поддерживаешь США, если они от русских Так, все, свободен вместе с русскими, которых ты не отличаешь. Ассаламу алейкум, из Киева, ва алейкум ассалам. Так. У них один вопрос бывает. Они одновременно, вот эти тролли, заскакивают и начинают. Так, Аслам приедет в Ичкерию. Абсолютно точно, Аква. Абсолютно точно. Аслам. Так. Так. Я давно не видел у нас Маждада. Он очень позитивный был. Да, Маждада нету что-то. Так. Да, Милтон Фриман. Их задача нас представить. Вот смотрите, Янгулбаевы. Опять же возникает много вопросов. Янгулбаевы проводят здесь какой-то митинг в Мюнхене, по-моему, где-то. Выходят опять с плакатами Кадырова. Там 10 человек их пришло, там с детьми, с родственниками, там попросили прохожих, еще как-то, 10 человек там где-то собрали они. И потом встали, спиной повернулись, как обычно, да, и этот стоит, один из этих братьев, и говорит: такбир, Аллаху Акбар, такбир, Аллаху Акбар. И какую пользу эти люди приносят, скажите мне? Ахмед Закаев делает с ними интервью, с этими Янгулбаевыми якшается. Тем самым у меня еще вопросы возникают. А потом меня спрашивают, почему ты не поддерживаешь Ахмеда Закаева? Как я могу его поддерживать? Скажите мне, если вот этот весь сброд он вокруг себя собирает, как поддерживать? Я не буду таких людей поддерживать. Так. Русские состязаются, кто больше мирных убьет. Да, это любимая русская забава. Скажи, какая разница между русскими и американцами? Так, свободен. Как думаешь, Асад? Так, тоже. Я вас уже узнал, Дион. Сегодня реально праздник. Да, харам употреблять хищников, свинину, умершие животные своей смертью или животное, убитое другим животным. Харам кушать мясо животного, забитого не ради Аллаха, разрешено забитое же людьми, Писание. Ясно. За этот год в Афганистане превысил норму кокаина экспорт в Россию. Наверное, героина. Кокаин они из Латинской Америки возят русские, а героин с Афганистана, да.
Асан видел ролик Невзоров Гибняева, сравнение делал наше темлой с украинским. Вот он чмо, у нас только стрелковое оружие было и без помощи мира. Сказать про Невзорова чмо, это просто ничего не сказать. Это военный преступник, которого ждет справедливый чеченский международный суд. Дал мула. Эй, мое литарят, хайшунвай гумш. Делдаш. Они в таких тисках, вот все вот эти, кто принимал участие в войне, они в таких тисках, они уже никуда не вырваться. Ни Невзоров, ни другие преступники, которые совершали преступления против чеченского народа и государства, ни одна сволочь не уйдет. Я вам это гарантирую, которых мы сможем установить. Да, мула. Так. Да. Сегодня день, когда 104 года назад завершилась Первая мировая война в Германии. Проводились какие-нибудь... Не видел я, не слышал. Потом он должен быть... Так, очень, конечно. У русского и всех остальных народов России есть уникальная возможность заслужить благовеление всемогущего Творца, добровольно вступив с ними в договор. Только монотеизм основывает мораль и социальные так. Асан, к тебе на эфир не пришел Закаев еще в начале, сколько мы просили, помнишь? А потом уже, когда я уже их начал разоблачать, человек от Закаева приходил и говорил, давайте, мы готовы дать интервью, пускай только он не говорит об этом. Я сказал, не нужно мне это интервью, спасибо. Я ни в чем, я сделал выводы, Дион. Так, Вишерсун. Я им помочь хотел. Они просто немножко ошиблись, Дион. Исламские особенно яро кричат те, которые пьют алкоголь, противодействуют, будучи в брак и даже не совершают молитву. Как же они надоели. Так. Невзоров, Трошев, Шаманов и предатели, жесткая кара чеченских матерей. Трошев уже ушел от ответственности перед земным судом. Его ждет, конечно же, он уже там отвечает. Так, отказ от меня очень раздражал. Они игнорировали, он не отказывался, они игнорировали. Он мне говорил, даст. Видимо, на него какое-то давление оказывалось. Он говорит, да, все, сегодня, завтра мы даем интервью, он мне говорил. Потом издувался. Я говорю, Амад, не, сейчас мы дадим, 2-3 раза он мне так делал. Я потом сказал, хочет, даст, не очень, не даст. Я бы задавал бы не очень хорошие вопросы, если честно. Сейчас еще у меня больше вопросов, да, и обязательно я их ему задам. И ему придется ответить. И ему, и его окружению придется отвечать на эти неприятные вопросы. Как так получилось, что столько агентуры здесь собралось? В Европе вообще отмечают победу в Первой мировой, как 9 мая в России? Нет, никогда не слышал, не отмечают. С Фейгиным постоянно на связи, а чеченцу отказывают, тем более тому, кто за тебя топит. Это очень показатель для характеристик человека. Там, да, очень хорошо характеризует человека. Да. Тебя подставили, Аслан. Я помню, как ты был яростный ичкириец. Я и сейчас яростный ичкириец. Да. Меня не подставили, они хотели меня подставить. Они хотели меня отлучить от церкви, проклять чеченским народом, проклятие сделать и так далее, и так далее. Но не получилось, да, не получилось. Аслан, каким lift behind? Аслан, каким ты видишь взаимоотношения между Ичкерией и Украиной после войны? Дипломатические я вижу отношения. Дружеские, братские отношения я вижу. Только такие. У меня в батальоне
состоят родственники. Надеюсь, что вы уладите разногласия с Заки Ахмадовым. У меня нет никаких разногласий. Я задал вопросы, и мне не ответили, и все. Вот, как-то так. Люди, которые воюют в Украине, большая часть, это, ладно, не буду говорить. У меня нет проблем, я скажу. Никаких проблем нет, это наши люди делают. Так. Я уже 7 лет где-то живу, где-то так. Да, по всей видимости, ты прав, Леон. Сентинс, да. Ассаламу алейкум. Ничего плохого о тебе не могу сказать, но вопрос в том, если не будет среди нас Барт. У меня нет никаких проблем, не будет единства. Я полностью, юзер, согласен с тобой, алейкум салам. Абсолютно я с тобой согласен. Но вы же не предлагаете мне с коллаборантами контактить. И я вообще рядовой человек, понимаете? Я рядовой человек. Я не политик. Я правозащитник. Я просто решил помочь своему народу. И все. Так. Асан Ичкерия, я вижу тебя послом в Украине. Почему меня в Украине? Почему не в Германии, например? Почему в Украине? Там, раз думаешь, в Украине мало чеченцев, что ли? Хотя и в Германии у нас 40 тысяч здесь. Dağlar dolvay kes namusal çaril o bizarn. Dağlar dolvay аудал хилан. Мала ты новенький. Ну, относительно, да. Я не знаю, что она мутит, Сентьенс. Я не знаю. Куда пропал Минкаил Ижиев? Я не знаю такого Минкаила Ижиева. Ассаламу алейкум раматуллахи ва баракатуху. Брат, я тебя не понимаю. Иногда ты уходишь куда-то. Ва алейкум ассалам. Нет, я сижу в кресле, все нормально. То же самое у меня вопрос, почему батальон имени шейха Мансур не очень жалует зака? Почему нужно было новый батальон формировать в Украине, когда там были два батальона, очень уважаемые в Украине? Тоже очень странно. Вала, ходик кичу СЦ, хосан кич кезгна, бон ситуация. Ты очень в теме, я вижу. Да, именно так. Два батальона с 2014 года воюют, приезжают создавать новые батальоны, еще что-то, еще что-то. Ладно, разберутся там. Там в Украине не глупые парни собрались. Разберутся. Асан, ты наш умный, грудной, ДРС, массана хуйлваю. Только и умный Богом. Ты помочь народу, смеяться можно? Конечно, Александр, конечно, смейся, пожалуйста. Еще ты прошел школу отличника, это не значит, человек умный. И еще ты прошел школу отличником, это не значит, человек умный во всем. Ну, да, не значит, да. Так, зачем тебе Германия? В Киеве будешь работать, посольство Ичкерии, это престижно. Но Киев это круто на самом деле. Мне очень нравится Киев, очень. Но Германия моя бош, да. Аса хабат хили хичарц. Сатанец Ирана, what? Все говорят, что ты умный. Это всего лишь говорят дело. Если я был бы умным, я бы не верил бы разным проходимцам, которые лгут. Иншаллах, бош, может и кикаешь. Я слышал, что с Германии в Украине добровольцы хотят поехать из чеченцев. Так, я не в прямом, я вижу, что ты сидишь. Я не ухожу от вопросов. Я не ухожу, я отвечаю как могу, как хочу, так отвечаю. Силу своих скромных интеллектуальных возможностей. Так, давайте посмотрим, что говорит Осколе. Я вижу, Осколе написал длинный комментарий. Вижу, Ваша, я иногда думаю, случайно администрация Зеленского с орками не сядут за стол переговоров, когда украинцы побеждают.
Да, это повтор у тебя идет. Ну, сесть сейчас за стол переговоров, я думаю, это была большой ошибкой. Но давайте не будем мешать. Тут, как говорится, слишком все отлично идет. Просто идеально все идет. Все идет как по сценарию. Просто раз. Да, нелегко, да, трудно, война. Но шансов у России нет никаких. Ну, так. Актера Терво Аслана говорили мне, Аслан, жим маж хун цевита. Мегер ду виториос. Давай, это боль. Добрий вечір, ми з України. Вітаю, ночо, вітаю. Здоров'я вашому народу. Дуже дякую, Вадик. Взаимно. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Аслан, позвони братьям Вайбарт Хильбиз, позвони Вайнохчи Маду. Каким братьям? Кому позвонить? Скажи мне. Самуат Ханница Доудолш. А что дается? Это все неправда, все, что говорят. Я задал конкретные вопросы Ахмеду Закаеву. Публично обвинил, да, полный игнор. Разоблачил. Много задал вопрос. Полный игнор. Ну, как я буду поддерживать таких людей? Для меня есть принципиальные вещи. Да? Не может меня люди, кто работает на русских, я не могу рядом с ними оказаться. Ладно, си дуэла, ты меня не понял. Массера дуэль. Си массера дуэль, да или исхуль. Цакет хальмего. Ты прав, брат, по Америке ничего хорошего мусульман не дало. Эдик будет дуть. Понятно. Лично чеченцам она дала. Чеченцы мусульмане, ну вот она дала много чего. Могла бы, конечно, больше дать, но достаточно. Как говорится, даренному коню зубы не смотрят. Аслан Салавей говорит, что Путин поражение не простят. Смотрите, Милтон Фридман, дело в том, что дело не в одном Путине. Сейчас русские хотят, и вот сейчас заигрывание с Пономаревым, Гудковым, который сейчас так называемое правительство в лице Закаева заигрывание ведет, это фактически спасение, попытка спасения фашистской России. Они сейчас хотят, что вот они будут спасать Россию и так далее, и так далее. Дело не в одном Путине. Они сейчас хотят сказать, что вот Путин плохой, он сейчас его снимут, там какую-то инсценировку, даже может быть его замочат. Да, такое, их среде такое бывает. И все, и на этом как бы концы в воду. Нет. Дело не в одном Путине. Дело в террористической банде ФСБ, которая не наказана со времен КГБ, НКВД, ЧК, ВЧК и так далее, и так далее. Поэтому нужно рассекречивание архивов. И тогда как раз мы узнаем, кто из нас агент, как сказал Сотник. Очень будет интересно мне прочитать все материалы про всех агентов. Нужна люстрация, декриминализация. Нужно одиозных, самых одиозных военных преступников судить по всему миру, вывозить в Америку, в Англию, в Гаагу, везде вывозить и судить этих преступников. Вот что нужно. Вот что нужно. Вот такие вот дела, друзья. Да? Вот Соловей, они хотят спастись. Они хотят свою фашистскую Россию спасти. Они сейчас готовы на все. Просто на все. Они просто понимают, что с ними не будут разговаривать. Ну, ими не верят. Есть такое понятие, как репутация, да, как есть ваше доброе имя. Вот это доброе имя Россия в лице вот, банды ФСБ, которая сейчас возглавляет Россию, ну просто его уничтожила. Понимаете? Все, нету у России больше репутации, имени нет, доброго имени нет. Поэтому им не верит никто. Аслан, сейчас Курочкины пытаются связать тебя с Джанбокси. Цяни, типа вы одновременно атаковали Заки. Цунделя Вархоттаган притормозить Добош. Заявлением в сторону Заки. Варсо, Таган притормозить Добош.
Но, я на самом деле, вы свидетели, но, и ты свидетель, потому что ты меня смотришь часто. Я про Закаева, про вот это вербовку меня 2 года назад публично разговаривал. И уже, ну, наверное, год уже прямо говорю, что я никакого отношения к Закаеву не имею, не поддерживаю, не собираю. Я было больше даже, может быть, год, не помню сейчас точно. Поэтому Андрей Курочкин наглый лжец и мерзавец, если он такое утверждает и пытается меня, да, ты прав, он пытался сказать, что это было, как он там сказал, типа это скоординированные действия, он говорит. То, что они Кутаева приглашают, Пономарев, террорист у них дружок, там и так далее, это их не смущает. Да? Гражданами Ичкерии себя называют. Какие нафиг граждане Ичкерии? Я, кстати говоря, тогда не обратил на это внимание. Сейчас ты мне напомнил. Скоординированные действия, это очень попахивает последствиями для некоторых людей наравне с другими гибнюками. А я именно этому Андрею говорил все, что угодно. Этот Андрей мне предлагал русского олигарха. Он тебя сейчас деньгами профинансирует. Они меня в Польшу повезли на этот экономический форум, чтобы я там повелся на их там миллионы, там подумал и так далее, и так далее. Мне лично Андрей мне предлагал, у меня есть запись этого разговора, не лично Андрей, а Инна мне говорила, есть какой-то олигарх русский, он хочет меня финансировать и так далее, и так далее. Я сказал, с русскими я вообще никаких олигархами дел иметь не хочу. Вы занимаетесь, делаете и так далее, и так далее. Я проявлял уважение, так как они говорят за нашу тему, нам нужна любая помощь и так далее. Конечно же, это подло, да, говорить мне, а сами связаны с русскими, да, сами. Ладно, оставим пустое место, не будем больше обсуждать. Он все сказал, настанет время, я с Андрея спрошу за это. Ответит мне Андрей. Одновременно у меня скоординированный с Джамбулатом. Я ведь до этого много говорил и про Закаева, и про все. И вот так нагло просто сказать, ну это мерзавец, подонок. Ну, как по-другому. Если очень он зря это сделал, я вам скажу. И Инна, которая там, видимо, поддакивает ему, очень зря сделали. Очень. Аслан выглядит молодо без бороды. Дуже дякую, Фрея. Так, Аслан, ты говоришь, что архивы рассекречат, а их могут уничтожить. Могут, Фрида, могут уничтожить. К большому сожалению, могут и уничтожить. Но, знаете, я не знаю просто, некоторую информацию мне, я не знаю, можно ее говорить или нет. Она вроде бы несущественная такая. С другой стороны, она может быть секретной, да, поэтому я просто не буду всего говорить, но агентура, она годами работает, и на нее копится информация не только у Гибни, но и у других, скажем так, специальных служб. До сих пор Россию считали серьезной силой, с которой Запад не хотел идти на войну. Теперь, когда российское бессилие обнажено в Украине, мы очень скоро узнаем о терактах, совершенных Россией. Дал мула, дал мула. Живу этой мыслью только. Сун независимость там есть наказать твой бешбаца. И ведь Мелдинок дуй царя жоп дюшцович. Так. Слышал, дохон ваша дикч, я постоянно тут у тебя на канале. Ночью, дерес хойлон, да сиду эла. Больно слышать такое от Аслана. Что именно, Аква? Хуэларес. Майкл, мадица наезжать. Ас'алла ишта цаюша или дита мабицаюш, битиш табаиш. Любые так называемые оппозиционные Путину, это прикрытие ФСБ.
Саид, я думаю, ты прав. Я думаю, это, ну, не всех, но вот этих, которых раскручивают нам, показывают, вот за них, да, есть, конечно, полно людей, кто и против Путина. Основа ваша от имени Череи послом Великобритании. Великобритания, ой, аж да. Так, Аслан Сила, Ахмат не сила, говорит Тима. Дуже дякую. Хабусел буй, хаубел бусел, бусел была уэца. Так, не говори за чеченцев. Хорошо, и не чеченец, и из религии вывели, и из национальности вывели. Что еще вы не сделали? Причем объясните, за что? За то, что я демократ? Но теперь уже все ваши вот эти, кому вы поклонялись, демократы, инсуда дизвай. Так. Ахмад Слива. Хаттер дуваше. Махиата юқул чусо ца дуй чуал аса дин хуят чу. Вусо бусал будер суамма. Химил вусо бусал бцагел. Хауи бусал. Худеш ашу бусал больше. Хайқоман гоцадеш. Орца дохш. Кстати, надо будет сделать обращение к молодежи, чтобы они выходили и начали блогерской деятельностью заниматься. И мальчики, и девочки, и парни, чеченцы. Так, ассаламу алейкум, алейкум салам. Чеченец ты и мусульманин. Не обращай внимания, по-любому ты наш брат. Да, мула. Если ты демократ, не говори за мусульман, говорит этот. Понятно. Аслан, паспорт, можешь сделать? Помочь можешь. Не надо тебе этот паспорт. Это сувенир, а не паспорт. Я бы вообще не желал с ними говорить. Говорите с европейцами, американцами, но не с этими. Абсолютно, Саид, абсолютно. Смотрите, русская оппозиция, которая здесь есть, она просто мечтает, чтобы один американец какой-нибудь в их сторону посмотрел. Просто взгляд свой такой, мимо проходя, какой-нибудь американец. Просто раз и посмотрел. О, разные Гудковые, Миловые, там кто-то там на подсосах у них сидит, на разных грантах и так далее. И они вот мечтают об этом. И нам нужно идти к русским или к туркам, тоже нам предлагают, чтобы потом к Евросоюзу, к США выходить. Зачем? Как у нас нету ни у кого возможности выходить на американцев. Ни у русских, ни у турков. Да, чеченцы, я вам говорю со всей ответственностью. Как у нас выходов на американцев нет ни у кого. Зачем нам нужно какие-то там посредники? Не нужно нам никаких посредников. Так. Про Ину и Андрея я от тебя про них узнал. Тогда я всех русских ругал. А ты говорил, не все такие. Я и сейчас говорю, Аква, не все. Не все. Не все. Аслан, насколько еще война в Украине может продолжиться приблизительно? Валлахи, я не знаю. Я думаю, по крайней мере, ГУР нам сообщает, да, Буданов нам говорит, что к весне Крым будет освобожден. Я так понял, весной будет Крым освобожден. Вот как-то так. Я думаю, следующий год это мы уже будем в Ичкерии. Да, мула. Шариат, ты даже не знаешь, о чем ты говоришь. Шариат, куду. Это такой сложный вопрос, который я не знаю просто. Это просто сейчас не обсудить. То есть, что значит шариат? Ты хочешь изменить государственное устройство нашего государства, Чеченской Республики, демократической Ичкерии ты хочешь изменить? Я не могу понять. Зачем тебе это нужно? Ты хочешь молиться? Молись. Кто тебе мешает? Хочешь жить как в соответствии с нормами шариата? Пожалуйста, Афганистан. Прекрасное место. Вон тут мне один писал тоже с Афганистана. Говорит, правда, по Афганистан писать так и не научился. Но пишет, что оттуда. Езжай в Афганистан. Какие проблемы, я не могу понять. Поживете годик, 2, 3, 5 лет.
наберетесь опыта, посмотрите, как они построили государство, как у них руки отрубают, как ноги, да, что вперед отрубать, ногу или руку. Пообщайтесь, наберитесь опыт и возвращайтесь и расскажите нам. Например, демократия во всем мире, демократическая, народная власть, Бог, да демократия, народная власть во всем мире существует. Мы, чеченцы, 1000 лет живем при демократии. Народ у нас решает. У нас не было королей никогда. У всех было, у нас не было. Понимаешь? Зачем ты это делаешь? Аслан, правда, что ты с Абдурахмановым заодно? Нет, неправда. И с Закаевыми они заодно. Начал распускать слухи, что я с ними заодно, что у нас какой-то спектакль. Нет у меня никакого спектакля. Я ни с кем не состою в тайных сговорах там и так далее, и так далее. Кафир, ты, говорит, если на самом деле так думаешь, аудал умё. Аудал де его хумам тешни яро аудал уко аккаунт. Хили ищиоч. Кафир де его. So dinchur erwach شو قوي. So dinchur erwach kanol. Abusal buat al aschaw yaqon. So dinu bo abusal buat. Sun kafir boş. Aşo abusal bsaga. Афганистане, цадист. Му цадист. Давало Афганистан дикмет мою. Так, Сережек там зашел. Сколько вас набежало, Сережки? Так, поехали дальше. Да. Витаю, Аслан, Липтон сила. Витаю, Вилдке. Да, Липтон уважаю, Дэн. Ахмад не то, Дэн. Так. Бусул ночью покорившийся Творцу, Дэн. Аслан, все идет по плану. Херсон это акт доброй воли орков. Да, этот акт доброй воли произошел после 80 тысяч уничтоженных оккупантов. Да. Научить дуракам Богу молить, так он лобрашивил. Вот такие бараны говорят о религии, говорит Эрнесто Пабло. Американцы смотрят в нашу сторону, но нужно, чтобы они от нас не отвернулись. Хотя это я вам как американец говорю. Ого, ты еще у нас и американец, СЦ. И причем осведомленный американец. Нужно, да, совершенно с тобой согласен. Абсолютно с тобой согласен. Нам нужно сделать так, чтобы... а для того, чтобы не отвернулись, нам не нужно говорить про разные бреды, которые нам навязывают. Агентуру надо почистить вокруг себя. По крайней мере, хотя бы такую откровенную, явную убрать. Да, чтобы к нам серьезно отнеслись. На нас смотрят и американцы, и англичане, и немцы, и все через призму русских. Они это правовые государства. Их закон не признал нас независимым государством. Соответственно, они на нас смотрят в соответствии с их законом, смотрят через призму России. Это россиянцы, они на нас говорят. Это нас оскорбляют, все такое. Но это по факту так действует, да, так они говорят. И когда мы начинаем заигрывать с россиянцами, с Гудковыми, Пономаревыми, с другими, с третьими, не на равных, мы там можем как-то там мутить, там дань Путин платит. Ну, то разный ум, что все видят, все за нами наблюдают. Ночи за нами смотрят, нас и мало, поэтому очень хорошо за нами, удобно за нами следить. И тут в Европе нас очень нормально собралось, по некоторым данным, где-то 450 тысяч нас уже здесь. Поэтому за нами очень, очень внимательно смотрят. И чтобы нам доверяли, мы должны отказаться от этого трудного решения порвать связь с этой фашистской Россией. Просто умрем мы без них, как они говорят, вы без нас умрете с голоду там, и так далее. Мне обычно русские говорили, когда я еще жил в России, да вы же умрете без нас там, и так далее. Я говорю, чтобы мы не умерли с голоду, вы как гуманные люди на нас просто бомбы сбрасываете, чтобы мы быстро умерли, правильно? Вот, и все, и на этом заканчиваем. Поэтому нам нужно массу дадах дизой. Понимаете? Массу и тогда нам поверят. Так, мы и так натерпелись. Удачи тебе, Аслан, в американском деле. Спасибо. Спасибо. Так, а если ты станешь президентом, как ты поступишь с семьей Кадырова?
Ну, во-первых, я не стану президентом. Во-вторых, с семьей Кадырова, даже если я не стану, а я не стану, я буду настаивать, что семья Кадырова, не совершавшие преступления, не несут никакой ответственности, что бы их отец не творил. Вот именно так я буду стоять на этом. Семья не несет это. Да, если они принимали участие в разграблении, в грабежах, там, третье, десятое, то, конечно же, и это будет не президент решать, а это будет решать прокурор. Вот кто будет лезать. Так. Дока лет сума дари авоше. Хуэлас, Докалас. Я много раз говорил про Доку. Дока это наш во время войны последний президент, пока мы не избрали нового, это, скажем так, замыкающий президент. И очень достойный и мужественный человек. Да, лазут обалдуевцы. Так, ну каждый раз, вот ты там хочешь что-то узнать, я каждый раз вам короче говоря, на все ваши вот эти непонятные вещи. Смотрите канал Reality в YouTube. Там есть все просто. Вся моя жизнь за эти 3 года я уже выложил ее. Даже больше 3 года. Скоро будет 4 года каналу. Через несколько месяцев, кажется. Так, марта, апреля. Открыл я в феврале, по-моему. Все идет по плану. Херсон, акт доброй воли. Так, научить, это я уже читал, что-то я перемотал не туда. Аслан будет прокурором Ичкерии. Не буду я какой прокурором. Не хочу я никуда, просто дать. Я хочу, чтобы террористы были наказаны. И все. Так, не перепутайте, не позорный побег из Херсона, а тактика Кутузова. Ах, ах так, Wildcat. Я же сразу не понял. Молодцы русские, молодцы. Применяют тактику Кутузова, молодцы. Нам не интересна твоя жизнь, нам интересна судьба Чечни. Если бы тебе была интересна судьба Чечни, ты бы не писал бы комментарий, а что-то делал бы. А сейчас нужно делать, это открывать канал и вести блоги, быть блогером. Сейчас нужно разъяснять людям всю правду. Вот что нужно. Если ты был бы честен, а не просто сидел бы моя жизнь, моя жизнь. Неинтересно, проходи мимо. Так. Поехали дальше, друзья. В чеченском обществе Ичкерии останется кровная месть или ее отменят? Смотрите, кровная месть, у нас такого понятия нет. Есть древний принцип, правовой принцип, да, принцип Талиона он называется. Это самый древний принцип око за око, зуб за зуб. И это каждую эпоху, каждое время, новое время, человечество усовершенствовало все, в том числе правовую сторону своей жизни. Так вот, у нас есть понятие чир. Вот это принцип Талиона. Кровная месть, это русские нас так пытались всячески как-то там к дикарям или к бандитам привести. Да? Это вендетта, кровная месть и так далее, и так далее. Мы находились в оккупации, и не только мы за убийство убивали человека, или же ранение, там, выколотый глаз око за око, зуб за зуб делали, но также это относилось и к другим вещам. Но чир это физическое насилие в отместку за то насилие или то неправомерное действие, совершенное против там, потерпевшего, наказание ответчика. А кровная месть, если касается смертной казни, она у нас должна быть по закону. Я против смертной казни. За замену на пожизненное лишение свободы за особо тяжкие преступления. Если же
Но это должны делать юристы, это большая работа, которую нужно будет проводить. Но кровная месть, как, ну, в понимании убийства за убийство, оно у нас было и есть на сегодняшний момент. Это должен наш парламент принять решение, там президент может наложить вето на смертную казнь там, и так далее, парламент может принять закон, отменяющий смертную казнь и так далее, и так далее. Поэтому, но я за то, чтобы, если эта статья остается по высшей мере наказания смертной казни, то я за то, чтобы это должно быть обязательно, это даже не обсуждается, это должно быть в соответствии с уголовным кодексом, с процессуальным кодексом, чтобы все должно оформляться, записываться на чеченском языке, кто кого убил, за что наказан, за что там, какие есть смягчающие, отягчающие, и все перечисляется. И если суд выносит решение, то смертный приговор может привести в исполнение не где-то на улице, где-то ты подкараулил человека, убившего там своего родственника, и пытаясь застрелить его, там застрелил прохожего какого-нибудь. Ну, конечно, такое редко бывает, но вероятность такая есть. Поэтому с решением суда человек, может, будет какой-нибудь штатный палач, может быть, это будет родственник, которому скажут, разрешат привести приговор в исполнение. И вот таким это, цивилизованным путем это должно быть произведено. Так. Русским стыдно признать, что они получают по заднице, то они пытаются утешить себя, что воюют, что всем НАТО, воюют со всем НАТО. Для них так не стыдно. Да. Автор, у тебя в чате высмеивают религию Аллаха, Господу миров. Я не могу за всем уследить, ночи дальнобой. Комменты короткие, всего знаков 100, а так спасибо и мира всем. Да, это агент, который ты сейчас назвал. Так, получается, ты мусульманин, одобряющий геноцид в Ираке, совершенный американцами. Игорь Ковалли. Идешь ты лесом, Игорь. Так. Значит, ты против Корана, говорит. Ты говоришь, что вы против казни, если по шариату так надо. Так, а кто ты такой вообще, аноним? Ну ладно. Короче говоря, закончу я на этом свой стрим, друзья. Сегодня получил от вас массу энергии. Спасибо вам, спасибо в Ютубе, кто смотрит, спасибо, кто в ТикТоке смотрит. Распространяйте ссылку на наш сегодняшний уже закончившийся стрим. Спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия. Далмула. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Адикюэль маш оэль. Друзья, всего самого хорошего. Вюстегалюэль.